Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Видение по этому поводу я до вас довел, поэтому я прошу не обижаться. Валейкум ассалам. Не думайте, что у меня сердце не болит. И каким образом мы можем это донести? Мы можем донести это в наших социальных сетях до людей. А так, по-другому ни с кем не связан, никому не звоню решить этот вопрос, решить тот вопрос. Единственное, что мы с некоторыми блогерами, которые знакомы, пытаемся какие-то информации делиться и все остальное. Поэтому прошу меня, как говорится, понять и простить в плане того, что не все вопросы мы можем решать, или они решаемы, поскольку это общественная деятельность. Блогеры, в принципе, есть, конечно, более такие крутые провластные блогеры, вы можете, имеете в виду их, но у нас немножко другая стезя, и мы защищаем национальные интересы, национальные идеи, но мы, так сказать, не идем своим, как говорится, нейтральным путем, никого не оскорбляем, никого не задеваем. Просто есть вопросы, которые более насыщенные, более люди просят, когда присылают мне. Я клянусь именем Аллаха, Уаллахи, Биллахи, Таллахи. Никто, ни один человек нам не дает материал и не говорит, вот это зачитайте или поднимите эту проблему или нет. Поскольку вы, мои дорогие подписчики, многие сами знаете, что вы отправляете в директ, чтобы обсудили, посмотрели, разобрали этот вопрос. Вот, поэтому по этому вопросу мы, иншаллах, по истории, по единству нашего народа пытаемся проводить и лекции, зачитывать и исторические материалы центароевские. Что касается Урарту, обязательно один из наших эфиров более подготовленно мы посвятим и Урарту. Урартская история, да и вообще касаемо его, мы много зачитывали, валейкум ассалам. Это очень сложная часть истории, это история древнего мира. И плюс ко всему мы знаем, что только современные сегодняшние, в основном ученые, начали уже указывать, что мы прямые потомки, родственные с урартийцами и хуритами. Благодаря и высказываниям и азербайджанских ученых, армянских ученых, турецких ученых. Что касается советских ученых и лингвистов, то они в основном говорят, что близко родственные народы по языку. Поэтому эта тема, касаемая урарту и хуритов, взаимосвязанные хуриты и урартийцы, как хатты и хетты, являющиеся прямыми предками наших братьев адыгов, вот она не так проста, с учетом того, что многие ученые доказывают, что какая-то часть дагестанских народов или обществ тоже принадлежит хуритским, урарским, непосредственно тоже, хоть и в далеком прошлом являются не все, но определенная часть являются потомками. Поэтому здесь не так все просто. И над этой работой работают в основном наши великолепные ученые, историки Хасан Бакаев и Сигаури, я не знаю, он немножко вроде бы говорили, болел, да, Маршал Дуэльцун. Еще некоторые ученые, лингвисты, Бибулатов, кажется, фамилия, могу неправильно назвать, поэтому прошу прощения. По этим вопросам мы работаем, но вы знаете, когда мы начали говорить с вами о тематике, я начал зачитывать по книге Хасана Бакаева, указывая все ссылки, некоторые нарнийские утырки начали
заявляться, вонять и говорить, что вот ты просто зачитываешь книгу, хотя сами же и не представляют своего великого генерала стратегического назначения, который зачитывает и говорит: да, 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 и говорит все с книг, поскольку он и не является ни историком, они считают истинной мантрой и правдой. То, что касается нас и наши исследования, исторические исследования, вообще историки по сути своей, они должны опираться на более ранние труды, которые углубленно работают. История, хоть наука, гуманитарная наука очень расширенная, имеется в виду, там есть направления, есть Ближний Восток, Кавказ, Закавказье, там регионоведы, востоковеды. У нас в свое время на нашем историческом факультете тоже на одном историческом факультете было 3 направления. Это история России, Европы, плюс включая регионоведы и музееведы. Один исторический факультет, но 3 направления, которые, это, по крайней мере, когда я еще учился был. Но они все взаимосвязаны. Ну, каждый выбирает направление. Я, допустим, выбрал направление в то время, не знаю почему, но я выбрал общее направление: история России, Европы в общем. Хотя потом в дальнейшем я начал более углубленно заниматься регионоведением, которое касается непосредственно нашей истории. Я в то время, у меня и представления не было, что в дальнейшем будут какие-то притязания на территориальные претензии к нам, или же к тому, что могли во время военных конфликта, так сказать, 2 войны последние, которые были в Чечне, что в это время кто-то какие-то земли мог себе приписать и все остальное. Этого у меня понятия не было. Ну, потом в дальнейшем при глубоком изучении, конечно же, чем больше ты занимаешься историей, особенно географией, картина становится ясной. Вот. Я никого в этом не обвиняю. Конечно же, есть претензии, как и у вас, у всех. А вот почему наши историки там с самого начала не это, не то. Там есть ряд проблем. Я осуждать их не стану. Не забывайте, 20 лет, 2 войны, фактически никто как таковой об истории обширно писателей описывать и доводить до людей. Может быть, боялся, может быть, под пристальным вниманием всевидящего ока спецслужб, боялись репрессий с их стороны, потому что, насколько мне объясняли, нам в университете говорили, что в советское время на историческом факультете училось 80% КГБшников, 80 или 90%, и 10% это таких простых. И многие вопросы даже не поднимались, не давали, то есть поднимать и обсуждать историю. Не потому, что она у нас засекречена или нет, дело не в этом. Дело в том, что вы знаете, что как народ у нас был ряд в истории, ряд таких моментов: в Кавказской войне, депортация, плюс 2 чеченской войны. И вот возрождение национальной истории, культуры могли вызвать ряд вопросов, которые негативно могли отразиться в той или иной мере. Многие этого не понимают и начинают рубить правду матку. Ой, хархил диз, нас хархил диз, кинчк ягин хари, хайкал хилдошил диз, ой, нохчи дюхара, аудал хилца диз, ой, чуп ишара, ишт боша, ишт цадало ихум, шиеши хума, шиеши зами айцуман. Тагана мерж замиаливой истории хаж, хаус диезвой, модиц диезвой, хат диезвой. Потому что если вы будете высказываться крайне радикально, если вы будете высказываться, разжигая межнациональную рознь, это сразу, конечно же, ассаламу алейкум, давай сюда иди, и начнутся по всем этим инстанциям тебя вводить. Поэтому нужно заниматься наукой, не разжиганием межнациональной розни. Но поэтому всегда мы призываем и говорим: Деша, Деба, Даха, Нохчика. Валлахи, Биллахи, Талахи. Аллах тяштумуша, Вайкам, Деша, Деб шхули, Шун самячки пар, Вайбарт бош, Шун самячки пар. Аллах, Эхто бирмабу, Вайн дагадош дол, Хум шаюд верзармаду.
Сейчас, несмотря на то, что даже если внешний фактор нам как-то не мешает, имеется в виду, в основном у нас все же ссылаются на всевидящий. Рассказывать, что там за нами сегодня никакие спецслужбы, никто не мешает вести адекватно свою деятельность, если ты занимаешься историей, не разжигаешь, публикуешь официальные документы, никакого экстремизма, никакого терроризма. Да, вот она дауан, уахин, иштахара, уштахара, бар, дадуш, мадате, том оптхайца, ашдей, хохмахка, ашдей, шутха вежриду, тхоца, ашхальча, шуткон лиецалюш, мела, тхуяхкиета, кич, борт бошху биз. цამаца цале дардуя лиеца, хиллир бошха, тигер дахшеч, хаяч, вайчар, даяч, борца хул и борца, хальчанаханы, цацбочана, чо выгодно хунду. И милла вала бахас. Нет у нас понятия такого. Поэтому должно быть национальное самосознание, национальная идея, идея возрождения нашего исторической науки, возрождения нашего этноса, истории, архитектуры, я не знаю, музейного дела, всего. Всего должно быть. И не мне вас учить, вы это прекрасно многие понимаете и сами. Ну вот появляются горе некоторые, которые приходят, начинают, имацаола, это на куир, хохохар имацаола. Сюги алаца боши, уахай, ассандица душ, хайюх гойче, уахай, амелди, соаму. Просто работаю там по истории и всему остальному. Когда мы начинали обсуждать вопросы, стоит ли и наших любимых вторых половин, так сказать, женский наш пол, меня слышно, видно. Скажите, нас слышно. YouTube вести, алейкум ассалам, вести эту деятельность. Чтобы найти нас в Ютубе, просто напишите башлам.39 лайф написано, сразу вы найдете там такой же логотип, и мы работаем и в Ютубе тоже. Если вы в России, через VPN же логотип, и мы работаем и в Ютубе тоже. Если вы в России, через VPN зайдите, это как-то поможет, как говорится, нам более, чтобы доходила до всех, до нас информация. Да, и ты просто не представляешь, я как в бункере сижу, это такое тихое место, пока приходится шкаф домашний, чисто нахчийский шкаф. Здесь еще там приспособление, фонарь,
как-то пытаюсь довести до вас. Башлам, хазары это были пришлые люди на Кавказе. Да, хазары это были пришлые люди. В основном сейчас ученые считают, что они были повернул там, как-то пытаюсь довести до вас. Башлам, хазары это были пришлые люди на Кавказе. Да, хазары это были пришлые люди. В основном сейчас ученые считают, что они были в основе своей были тюрками, тюркоязычными. Ну, по крайней мере, многие ученые так говорят. Вот. Очень жестко лагает мой эфир. Постараюсь сейчас что-нибудь, если у меня здесь осталось, сейчас, может, из-за трафика летишь свет. Так, сейчас постараемся. Вот так вроде бы. Вала. Лагает, да. Не знаю. Многие задаются вопросом, почему. Вот вроде бы чуть-чуть пополнил, не знаю, очень страшно лагает. Если дальше будет себя так вести, придется перейти на YouTube канал. Я сейчас зашел через Instagram, как вы знаете. Да, у меня показывает Ибраим, он на экран сразу выводит, говорит, слишком слабый сигнал. У меня там было еще 38 тугриков монгольских. Я закинул, может быть, думаю, при небольшом пополнении он заработает лучше. Хотя на одной ножке держусь, как говорится. Ну да ладно. Вот. В остальном мы не ограничиваем, мы ведем дискуссию, дебаты с кем угодно, когда угодно. О любых вопросах тут никаких проблем нету. Что касается некоторых высказываний наших соседей, так сказать, что касается Бейбулата Таймиева, Ачерхаджи, Байсангура Биноевского, уважаемые мои недоброжелатели, нарнийцы, поймите, что я веду родство и с потомками не прямыми, а по брату Байсангура Биноевского, Бейбулата Таймиева, Ачерхаджи Гендаргноевского, точно так же Вахита, которого в последнее время опять почему-то пытаются прописать к соседям, забыл его, Стянгичу, Вахад Юцинцеем, но все равно вы пытаетесь мне указать и показать, что якобы вы знаете лучше. Вы не можете знать лучше тех, кто является прямыми потомками этих людей. Точно так же с родственниками Талхига и Батуко, Шатойского, Пхамтоевского, точнее сказать. Со всеми их родственниками я веду и переговоры, и встречался с ними, и родство ведем, и дружбу ведем. То, что вы пытаетесь вкинуть, там, всякий шелуху и мусор, оно, конечно же, не имеет никакого влияния для нашей работы. Башлам, с какого года озеро Казиной-Ам оказалось частью Дагестана? С 1983
Сопредседатель, кажется, Бакаев, или зампредседателя Чечено-Ингушетии Боков, не Бакаев, а Боков передал часть казино АМ, то есть 30% казино АМа и часть земель Даниалову, если я не ошибаюсь, не Даниалову, а передал Дагестану. Документы есть, карта есть, с печатью, с подписью. Я их публиковал, они у нас есть, так что с этим проблем нету. Все прекрасно знают это. Поэтому с 1983 года оно стало их частью. Ауховский район, в основном Хасавюртовский район, они и дальше тоже присоединена северная часть Дагестана, которая сегодня ныне называется, присоединено к Дагестану с 1921 года. До 1921 года они не являлись единой частью Республики Дагестан. Они входили в часть Терской области, а Дагестан, Дагестанский край или область, оно не входило в Терскую область. А вот как раз Ауховский район входил в Терскую область. Вот. Ну и вся северная часть нынешнего Дагестана. Поэтому можно, конечно, говорить, можно сегодня с этими как-то манипулировать этими действиями, но оно так есть. Как и до 1934 года не входил Сонжинский и Малгобекский район, который после подписания руководства Чеченской Республики передано Республике Ингушетия. Вот это подписание между Евкуровым и Кадыровым, эта спорная часть была передана тоже в 2018 году с этим соглашением. Она тоже не входила до 1934 года в состав Ингушетии, и автономии ингушской, или республики ингушской, или ингушского там, и так далее. Ну, опять грязное наследие СССР. Ну, не знаю, грязное наследие СССР, как они договорились, каким образом. Но я больше чем уверен, что абсолютно это не было согласовано с чеченским народом. Как и передача того же пригородного района, вот, и многие другие вещи. Поэтому, конечно, некоторые пытаются переиграть, сказать там, якобы не отстояли. Нет, ну, вы должны понимать, у людей, которые вернулись с депортации, какие могут быть у них права. Они всегда были на контроле. Не забывайте, Чеберлоевский, Шароевский, часть Итум-Калинского, Шатойский, Галанчожский район. 2 района частично, Шатойский и Итум-Калинский, разрешалось. Остальные 4 района категорически запрещено было заселяться после возвращения с депортации, или каждый просит по-разному, но он официально называется депортация чечено-ингушского народа в Казахстан. Запрещено было возвращаться. По крайней мере, я говорю за Чеченскую республику. Не знаю, что там касательно Джайрахского района в Ингушетии, позволительно, непозволительно. Этого я не знаю, честно сказать. Я говорю только за свою территорию, имеется в виду за нашу родину. Вот так вот. Ибраим, есть связь, контакт в Ютубе есть, идет трансляция. Задавайте вопросы, интересующие вас, поэтому, как бы, чтобы не было, что я вот только один я говорю, введу монолог, мы ведем дискуссию, вы можете задавать вопросы, я буду отвечать по мере возможности. Ва алейкум ассалам. Вы знаете, в последние 4 года никому, ни одному человеку не было запрещено задавать вопросы или прийти в эфир. Всех принимал, всегда вел дискуссию. Единственное, не материться, не говорить плохо, показывать свое лицо. Хотя многие, даже наши, почему-то скрывали свое лицо. Но в основе своей мы всегда придерживались открытости. Почему-то многие, хотя не зная реальности,
пытались говорить, что там мы являемся какими-то фобами, но я не являюсь никаким фобом какого-либо народа, со всеми в прекрасных отношениях. Вот, но иногда правда, ну, не настолько нравится, нежели чем а, ложная фантазия и выдумки и сказки. Вообще-то я как-то не задумался, реально закрыл двери, чтобы не вылазили с нарнии никто. А раньше более активно были, сейчас более стесняются, походу, наши подписчики задавать вопросы. Или стесняются, или как-то воздерживаются. Прям, если есть вопросы, оттуда тоже с Ютуба задавай. И странно, конечно, многие на Ютубе 47 зрителей оставил. Вот, маша Аллах, хорошо, что на Ютубе. Многие люди задают, будет эфир. Ты делаешь эфир, я не знаю, походу надо анонс сделать. Вот, в анонсе. Так что у нас нет, есть свой, так видите, чернослив свой родной, со своего огорода, как говорится. Я сам в основном смотрю с Ютуба. Ясно. Ну, походу, надо все-таки делать заранее, сообщать в Инстаграме. Активность, конечно, в Инстаграме слабоватая. Многие люди до сих пор, алейкум ассалам, до сих пор не знают, там, можно ли через VPN или нельзя, но можно, нужно быть активным, нужно быть всегда в теме. По крайней мере, ну, в этом бы я не сказал. ТикТок, чувак. ТикТоке у меня нету. Я зашел, но после того, как китайцы отписался от него. Ты знаешь, что есть курганы в лесах близ Старой Сунжи. Я знаю, что очень много курганов есть на территории Чечни, особенно Наурский, Шилковской район, даже Ачхой-Мартановский район. Так что они есть, они определены, и запрещено их раскапывать. Конечно, если ты не чернокопатель. Попадешься на этом, можно схлопотать статью. Но я и так бы не пошел, я, как говорится, не то у меня все равно, по мере возможности, конечно. А так, да, по информации мы, конечно, и дальше будем продолжать. Статью я сделаю, еще много мне нужно написать про разные тейпы, Шонуай, Нехлуай. Про эти тейпы тоже информацию нужно будет опубликовать, и у меня достаточно. Также про нагайцев, поскольку они есть жители нашей родины, про них тоже немножко напишем. Про калмыков немножко напишем. Ну, историю, само собой, взаимоотношения, как бы, вот. А так работаем, не останавливаемся. Многие потерялись, думают, что мы остановили работу, но благодаря нашему брату Ибрагиму, его активным действиям, массу Германия Ашвол, выжрешь салам маршалду, вот, вот предоставляют салам маршалду Исрафил. Знаю, есть у меня информация, но понемножку, валикум ассалам, понемножку постараюсь, как вы видите. Я в пятницу и субботу должен был сделать, но, к сожалению, у нас все немножко тормозит. Ну да, будем надеяться на лучшее.
публикации будут и не останавливаются. Иногда день-два я пропускаю, а потом 6-7 публикаций подряд делаю. Так что не забывайте лайкать, оставлять комментарии. Просто смайлики можете подряд 7, 8, 10 оставить, чтобы как бы наши эфиры, наши статьи выходили в топ. Работу мы ведем в Telegram, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Telegram, или я второй раз говорю, в Ютубе, Рутубе и в Твиттере. То есть все, кроме Одноклассников и ТикТока. Везде мы опубликуем. То есть информация сразу по всем социальным сетям расходится. Вот, и в этом направлении работаем. Несмотря на сложность ситуации, работа проводится. Что касается, один написал, что после спецоперации в Украине, что якобы снизился темп работы. Нет, абсолютно неправда. Снизился темп работы с одной стороны. Почему? Потому что многие покинули Инстаграм. Но сейчас Инстаграм потихоньку оживает. И многие, даже несмотря на то, что был запрет, Инстаграм работал. И на границе не останавливались, поверьте. Нету, но надеюсь, что появится. Может быть, пока не публикуют ее, пока нету информации. Он сын аслайкших сауац райста духуахуа. Немного задержался сегодня, брат. Так, и здесь у нас вопрос закрытый. Башлам, правда, что лезгины были самыми верными соседями чеченцев? Вот такой пришел вопрос. Да, лезгины, по крайней мере, меня пригласили в Всемирный конгресс в Грузию. Если хочешь, могу включить тебя в делегацию Шона. ДРС Хилваша, навряд ли я смогу выехать. У меня пока сейчас вообще положение нехорошее. Но я хочу, чтобы ты делал записи, видео и по мере возможности потом скинул мне, и мы его опубликуем. Что скажешь о книге «След сатаны»? Знаком ли ты с такой книгой? «След сатаны», да, знаком. Да, она считается экстремистской. Читал, но это художественная литература. Я же в основном документальный. То есть более такой. Лайфстайл, не нацист, а националист. Israfil. Очень успокаивает. Дидиш, да? Дикдats. Цундер. Это очень
такой. Давай ставим свой не нацист, а националист. Israfil, очень успокаивает. Лидиш, да? Ликдать. Цундер, Валу Ватсон. Это он шпац очень пока Джо. Смеется, говорит, а ну, колокольчики, древние колокольчики, давайте. Что он единственный коренной. Но скажу так, лезгины являются самыми автохтонным народом Дагестана. Самым автохтонным народом. Это однозначно. Как и адыги, как и грузины. Вот. Этот вопрос вы не видите там снизу в Инстаграме. Под вопросительным знаком приходят личные вопросы. Это зачитываю их. То есть телефон, который не подключен к VPN, показывает полную антенну. Ну, Нохчи я вообще молчу. Показывает полную, то есть антенну. А именно который подключен к VPN, показывает одну палочку. На улице темно, хоть и жарко, поэтому я решил при нормальном освещении провести эфир, но как-то вот выкидывает, лагает от времени. Прямо так и напрашивается, чтобы я зашел в YouTube. Вот. Но я держусь пока через Инстаграм. Но если дальше эфир, но как-то вот выкидывает, лагает от времени. Прямо так и напрашивается, чтобы я зашел в YouTube. Но я держусь пока через Инстаграм. Но если так. Я тебе, то здесь показывают 4 палочки даже. Не знаю как. Подождите, постараюсь совсем раз экран. Вот точно бункер. Это не Рафаэлла. Я мою. Здесь. Так. Ага. Что-то сейчас полную показывать. Надеюсь, что он будет точно так же. Страшно нагрелся. Очень страшно нагрелся телефон. Так. Брат, я за сутки спал только 1,5 часа, полдня. Ай.
Ну, вроде сейчас пока чисто видно. Но сейчас, да, антенна полная, не знаю, я подвигал что-то, показывает полную антенну. Может, все наладилось, больше не уйдет. Хотя я сижу у окна, не знаю, почему бы это. Да. Так, так. Задавайте вопросы. Походу я как этот кабель зацепил, вытащил телефон чуть-чуть на улицу, и он заработал. Все почему-то присылают мне эти аудиозаписи, что там с Каспийского моря отправляют домой и так далее и тому подобное. Я не знаю, какая-то как будто бы прям наваждение, новость какая-то. Отправляют, потому что ведут себя недостойно, вот и отправляют домой. И правильно делают. Надеюсь, что это раз и навсегда изменит ситуацию любителей отдыхать на море. Недостойно отдыхать. Так отдыхать можно, конечно, сколько угодно. Меня слышно, видно или что-то вы молчите, стоите? Вот. Вроде теперь хорошо заработал, но все почему-то замолчали, да? И молчание, знак сигнала. Да, все ровно. Это хорошо, это хорошо. Конечно же, вышло очень много роликов, очень много тех, которые, честно сказать, очень стыдно бывает за таких людей, которые не умеют себя вести. Ну, я не знаю, прямо какого-то, вы знаете, как везде это бывает, ведут себя непристойно, и это нехорошо. Все труднее и труднее бывает объяснить людям. Вот. Алфреда Диеш, ну, вы уже видите, какая непростая ситуация сейчас, как говорится, везде, да и в России везде. Поэтому лучше уж поздно, чем никогда, Бахчуниден. Вот. Что там еще по вопросам? Да. Что касается моментов, касаемо истории, давайте вернемся к нашим проблемам, тем вопросам, которые задавали в последнее время. Мы максимально попытаемся ответить на вопросы. Дело в том, что, опять же, возвращаясь обратно в свою колею, очень много материалов в последнее время, особенно касающихся наших взаимоотношений с адыгами, взаимоотношения в историческом плане во время Кавказской войны появилась. Их публикация тоже как бы нас ждет впереди, и будем надеяться, что многим подписчикам оно будет по душе. Вот, поэтому я даже не знаю, честно сказать, на что прямо можно было бы акцентировать внимание, что там более. Думаю, что более или менее еще волнующая тема — это
И, как ни странно, задают по тейповым вопросам, по проблематике, которая есть в Аухе. Ничего тут, как говорится, нового нет. Кроме прибавления материалов, есть очень негативные материалы, вот касаемо Ауха особенно. Имеется в виду позицию, которую заняли некоторые люди в отношении Ауха. Сразу говорюсь, не наши, но все-таки она тоже пока не радует. Но мы, иншаллах, знаем историю, работаем над ней, будем дальше. Идет ли работа вот как раз я и сказал Махшмаху об этом. Восстановление Ауховского района, работа ведется, письма, документы готовятся, подаются, отправляются. Надеяться будем на лучшее. Работа не останавливается. Активно работают наши братья-ауховцы. Справедливость рано или поздно должна восторжествовать. Конечно, лучше рано, чем поздно. Поэтому работа ведется. Мне в прошлом эфире там задавали вопрос, там якобы там поднялась тема там по нашими восточными границами, что там кто-то сбунтовался, кто-то панику, что, конечно, не подтвердилось. Старую тематику некоторые люди вновь и вновь поднимают, попытаются закинуть, поднять этот вопрос, но ничего пока у них не уходит. Есть свои внутренние какие-то проблемы. Живем, выживаем. Кто-то следит за экономикой, кто-то пытается заработать. Auch самое главное, первый шаг. Цеметхуа, то есть тульщиаци. Цеметхуа, то есть. Надо восстановить район, чтобы люди свои земли, свои дома, свои кладбища, свои мечети могли вернуться, восстановить. А дальше уже будет видно. Аух, болезненный вопрос, который рано или поздно будет решен. Да. Но у вас есть еще полноценные 12 минут. Можете задавать вопросы. Я так понял, знаете, проще будет по тематике зачитывать вам, какие темы вам больше нравятся, и о ней рассказывать. Будь то про культуру, или же про этнонимы, дзурдзуки, кистенцы, любые другие названия. Поле битвы наше собрание. Да. Собрание единства. Это, конечно, важно. И нужно. Жалко, что, конечно, многие не понимают этого. Многие не понимают. Но и понимающие люди тоже есть, что проблема не решена, она есть, она висит, а значит, ее нужно решать.
Мастер салам машаллах. Я заметил, что именно в Инстаграме, если ты чуть раньше заходишь, как раньше, не как раньше, а вот в 10-11, а чуть раньше заходишь, уже более активно заходит. Полковник 95. Чё я, да? Да, сегодня у меня должен был быть выезд в Шаройский район, но почему-то мой, так сказать, сопровождающий, который должен был сопроводить меня, он, к сожалению, не появился. И мы сегодня не поехали в Шаройский район. Вот, посмотрим субботу, будущую субботу, воскресенье. Возможно, будет выезд в горную часть. И вы познакомитесь, может быть, с какими-то новыми фактами интересными, которые мы найдем. Постараемся сделать для вас интересный материал. Вот. А там, как говорится, как карта ляжет. Посмотрим. Каждое лето уже уходит. Каждые выходные пытаюсь как-то выбраться в горные нашей части, но никак не получается. Вот. Ибраим, есть вопросы там? Вроде сейчас не лагает, но все почему-то притихли. Нордийцы, вы-то хоть не молчите, понятное дело, что вам важно записать, зафиксировать. Задавайте вопросы, если есть таковые. Говорите история, география, какие-то насущные проблемы, которые мы можем обсудить, имеется в виду. С радостью поговорим о них. Нет, пока. Какие-то, я говорю, сегодня то ли погода жаркая, здесь страшно жаркая погода. Сейчас вроде бы вот 12, без 5-12, но жара, вот просто солнце ушло, жара страшная. Я не знаю даже. Люди, походу, под кондиционерами. А так, реально, конечно, понимаешь, какая тема людям важна. Вот сейчас идут ватсаповские войны, да, раскидывают информацию. WhatsApp туда, WhatsApp сюда, это сказали там, то сказали. Море, можно, море, нельзя. Вот такие вот темы, более такие. Чахкар, галах, лять, сумма, хайху. Чахкар, галах, лять, свой язык, чуквасин. Расскажи коротко о кистинцах, кто они. Кистинцы это ногчи. Коротко рассказывать, если ты хочешь. Кистинцы это название, грузинское название, которое дано чеченцам. Ничего иного проживают. Если вы имеете в виду именно панкистских кистинцев, о части нашего народа, который проживает последние 200 с лишним лет.
как-то туда, чтобы он полностью вернулся. Так, где ты? Где ты? Антенна. А ну, давай, давай, колокольчики. Вернитесь. Короче. Часовой трафик закончился, это поэтому случилось, не из-за меня. Время час прошел, поэтому отключилось. Да, что касается кистинцев, если панкийских кистинцев вы имеете в виду, они являются, само собой, неотъемлемой частью нашего народа. По приглашению оказались на этой земле. Она была пустая. Вот, мы его рассказывали, что после чумы, после набегов, они в качестве форпоста и защита, получается, от каких восточных, да, северо-восточной части Грузии от набегов, чтобы остановить эти места, поселили. Дуй, первый, кто там заселился, и Джопо. Вот два основателя. Дуй основал селение Дуиси, Джопо основал Омала, кажется, если я не ошибаюсь, первое селение. Вот они и проживали там. Это и есть часть нашего народа, который в более чистом виде сохранил наш язык, наш диалект. Чисто ногчи тейпы все. Вот, дышни, эхи, хачруай, мелхи, майстуай, хильдеруай. Вот они проживают там, поэтому соблюдают полностью все наши исконные традиции. Ногчи, ну, особенно в 90-х годах начали очень сильно сближаться наши, ну, по всем, как говорится. Очень много беженцев приняли в Первую и Вторую Чеченскую войну. Ну, приняли после этого. И уехали многие, почти все оттуда, имеется в виду. Башлам, послушай, меня надо тебя в школах провести работу по реализации истории края в продуманной форме, это будет здорово. Я проводил уроки, ходил, но если нет востребованности, то есть оплачивать никто не хочет работать над этим. В школах вполне возможно она есть, но это зависит не от меня. Башлам, какие новости про дорогу в Грузию через Ветункал? Есть какие-то продвижения? Мы дорогу прокладываем, очищаем, проводятся инженерные работы, поэтому работа идет. Их и чума не берет, по-моему, опять случай. Руслан Мумадов, Башлам, скажи честно, рассказ Мударова из Атагов о том, что Эшбатлы якобы вышли из Игушей, это, ну, как вам сказать, да у них уже все вышли. Мулпуай, Эшбатлай, все у них в Панкисе проживающие все Галай. Ну как они, Галай, это был один из тейпов Ногчи народа, когда-то, по крайней мере. Потом они сейчас как один тейп может выйти из другого тейпа. Конечно же нет. Не вышли ни кистинцы, ни из них, ни кто-либо другой. Что касается Мударова из Атагов, который там говорит, что Эшбаты вышли из Галгая и так далее и тому подобное. Я не знаю. Без всяких доказательств такие вещи говорить людям просто, я не знаю, как они ведут эту деятельность просто-напросто. Ну, смотрите, люди же многие говорили то одно, то другое. Допустим, вы помните, да, в 18-19 году особенно сильно поднялась тема по Панкисе, панкийских кистинцев, пока уважаемый и мною очень любимый
Хасо Хангашвили не провел интервью с нашими Юниуспаном и нашими другими ребятами, которые поехали в Панкиси, он рассказал историю такой, какая она есть, самой достоверной и самой правильной и истинной. Поэтому для меня вот такой полевой материал одного из самых авторитетнейших представителей Панкиси является самой достоверной. Вот. Что касается истории, я думаю, грузины прекрасно знают, кто такие кистинцы. Кистинцы не живут на чужой земле, вся эта земля панкийскими кистинцами выкуплена, кровью омыта, и они являются уже автохтонным народом, и Грузии тоже. Хоть и корни у них являются чисто нашими, имеется в виду нохчи, но от того, что они живут в Грузии, они не стали, как говорится, другим народом. Поэтому говорить каждый может, утверждать каждый может, что от одного появились. Я эту тематику, что появились там якобы от этого или того, я это услышал первый раз от этого норнийца стратегического назначения, который рассказывал, что якобы Эшбату произошли. Но у нас мы не произошли. У нас есть родовая гора, есть свое селение. Мы относимся к нохчимахкоевцам. Мы всегда были, есть и остаемся. Точно так же, как и панкийские кистинцы. Точно так же, как и мулкуай, чистые нохчи. Точно как и чинхуай, чистые нохчи. То есть, ну, честно сказать, я и мелхе чистые нохчи, и эхе чистые нохчи, и кей чистые нохчи, и тируай чистые нохчи, и уарствуай чистые нохчи. Шумбодик дисла. Санд хуайлам, ты где? Я дома. Где я могу еще быть? Вот эту тему, вот мы основали село, наш тайп первый основал село, ваш тайп основал. Вот эту тему я, честно сказать, не очень сильно люблю. Из-за этого вечно одни и те же проблемы, одни и те же склоки, скандалы. Ага, тходар, халхи, тходар. Ну вот видите, про Ади Сурху, которые основали Сурхахи, основали в честь него Сурхахи. Вот про него вообще официальных многих источниках пишется, что он является, валейкум салам, что он якобы является представителем Чеберлоевского вара, ну или по-другому Тохуму относится. Вот. Ну, есть информация, и которые ведут свою родословную, они говорят, что он относится к шатойскому кластеру, что он относится чисто к тейпу Нихлой. А сами себя Нихлой говорят, что мы являемся одной единой частью с Чинхой. Вот. И никакого, и его предки говорят, что мы никакого отношения, ни Ади Сурху никогда не имел ни к ингушам, никому. Никогда не было. Мы всегда были, есть там, Нохчи Дудха, и там. Ну, это я опубликую, как бы забегать вперед я не буду. Является личность Мударова заслуживающей доверия, или это нарратив политических? Давайте я не буду обсуждать человека, которого нету. Если Мударов говорит, что мы Эшватой появились из Галгаев и так далее и тому подобное, пускай придет ко мне в эфир и докажет мне, что мы являемся потомками там Галгаев, грубо говоря. Мне абсолютно не стыдно, если бы это и было так, но Мударову от меня большой салам, и передайте, скажите, что, к сожалению, или к радости, он очень сильно ошибся. По генетике мы никакого отношения к галгаевцам не имеем. Вообще. Вот Эшбатой, они связаны кровно с ДНК, самые близкие к тейпу и к ДНК. Вот шейх Дени Арсанов с гаплогруппой Эшбатой тоже, хотя он не Эшбату.
чтобы сразу, чтобы вы знали. Вот. Энгной, Уардлой, Эхшбатлой, Цацбол Цеси, Цацбол Мулкой. Вот с ними у нас есть родство. И по ДНК есть, и с другими, и там есть еще и другие, я не всех перечислил. Поэтому не знаю, что там Мударов несет и говорит, но боюсь, что если бы люди не говорили того, что они знают, было бы все намного проще. Шуануай тоже с нами. Ассаламу алейкум, Бюстикюэл, про ветвь Т есть какие-то данные? Про ветвь Т является одной из самых древнейших ветвь Т. Она есть у Нашхвай. Насколько я понял, Т и Т1 со мной связывались тоже. Это нашхвоевская ветка, очень одна из самых древних считается. Вот, корни ее связывают непосредственно со скандинавскими викингами. Ну, там отдаленное прошлое, сколько там, то ли 3,5, то ли 5 тысяч лет. Вот, отдаленное. А так, более древнего такого ДНК пока, по крайней мере, насколько мне рассказывали, не нашли у нас. Но относятся они к Нашхвай. Если я не ошибаюсь. Дальше вопросы уже начали активно, я смотрю, и добавилось. Я не могу сказать, это нужно спрашивать у нашего Пахрудина. Башлам, у тебя была книга про Дзурдзуки, название про Дзурдзуки, название книги. Сандхуайлам, про Дзурдзуки книга у меня была, но там не книга сама полностью про Дзурдзуки. В двух книгах. Одна книга Хасана Бакаева, вторая Джамирзаева. Обе книги, конечно, являются одними из самых сильных. Я сам Кело, но Мударову мои родственники, и я не верю, что он говорил это. Думаю, что ингуши приврали. Честно сказать, брат мой, я не знаю. Поэтому, если человек сам придет и скажет, мы можем проверить, есть какие-либо новости насчет дороги в Грузию. Дорога в Грузию с нашей стороны прокладывается. Еще сообщу вам хорошую новость. Но дорогу, которая идет через Бамут, через наши возвращенные исконные земли, Межвец, Ечах, вот эта дорога, расширяя, уже дошла до Итумкалинского района, Никархуайгал, Кача. Работа идет. Исрапил, с эфириавон, инца эфириавуса. Пока в эфире ваша. Поэтому башлам сахаттардар галуай у разницу. Галуай шляц эдаться с галай очень старый, очень древний тейп. По крайней мере, среди материалов, которые я читал, я натыкался на него, на картах натыкался, карты 6-7 века, очень немаленький тейп, не скажу, что он там маленький, док тейп Дугалай, один из исконно нахчийских тейпов, который входит сейчас. Некоторые, конечно же, утверждают, что они их добавили, но в любом случае Галуай, Эрдацис, ну, про Галай я очень хорошо знаю. Очень много их проживает здесь. Галанчажа церь царахтеленю Алла. Хилловый церь, междик хадуальча хилловый Галай махка церь ширкешнешки новый. Поэтому Башлам, а материнская гаплогруппа определяет тейп, родство с другими тейпами. Родство показывает. Почему? Потому что у нас нэнхуайш целярэг. У нас как бы и по датам это очень важно знать. Это не так просто. Но родство идет только по отцовской стороне, отцовская линия, чтобы вы понимали.
Не забывайте, мы не евреи, мы нохчи. У нас основная, самая главная ветка по отцу. Так что нужно нен аур гергалу, хенса нен аур варства неслоса, цана аур швотва неслоса, нен аур дол гергалу, цигар нехвай, бу цигар хаквай, бу цигар хамтвай, бу цигар варандвай, бу шаберцу аур неслоса. Башлам, эти книги есть на продаже. Хасана Бакаева книга есть, Сантхвайлам. Была, по крайней мере, 1000 рублей она стоила. Да, кстати, сообщаю, книга нашего уважаемого Лечи Ильясова появились чуть подешевела. Всем, кому нужно знать, важно. Книга Онхола теперь стоит не 25 тысяч, как она стоила, одна книга, а стоит 18 тысяч. Вот, хотел сообщить, потому что меня многие спрашивали. У него появилась еще одна великолепная книга, она называется «Петроглифы», она стоит 5500 рублей. И «Тайна истории», кажется, его одна книга стоит 6500, кажется. Вот так эти книги есть на чеченских книжных магазинах. Я понимаю, что дорого, но, извините, такова реальность. Вот. Что касается книги Хасана Бакаева, она стоит 1000 рублей. Книга Джамирзаева, я не могу сказать, что она есть. Она очень сжатая, очень хорошая. Кстати, на нее делает ссылки и сам Хасан Бакаев. Она 2009 года. Вот эта книга, она очень... Да, некоторые норнийцы очень сильно жаловались на нее, потому что там есть некоторые моменты, которые их очень сильно затронули. Ну, или оскорбили, я не знаю. Что касается там конкретно языков, там речь идет о языках, и он ссылку или сноску сделал на один из диалектов, но мы его называем галанджурский диалект. Некоторые называют его арстхоевским диалектом, а некоторые называют его ингушским языком. Вот по этому вопросу он сделал сноску, и очень негативно многим это не понравилось, но это не моя вина, как говорится. Это мнение ученого, который сделал ссылку по этим вопросам. Что касается материалов, очень сжатые материалы, очень сильный материал. Ну, вы должны 8 профессоров, профессора, доктора Академии наук Грузии, Армении, России, Украины. Там такой мощный набор просто-напросто профессуры, рецензенты этой книги. Ее очень сложно оспорить, поэтому там материалы и про Дзурдзука, и про все есть, но очень сжато. Не раскрытый материал, но очень сжато. Вот. По поводу ДНК-теста лучше спросить самого руководителя чеченского ДНК-проекта Пахрудина Арсанову. Он и на Фейсбуке есть, и на Инста есть. Я об этом и сказал. Сын Кавказа. Башлам, кто такой ЛП Семенов? Семенов, если российский ученый, если мы про одного и того же Семенова говорим, который был на Кавказе, ученый. Автобиографию я его полностью не прочел, но
не слабый ученый, который... его работы есть в книге «Кавказ», кажется, называется, его работы есть. Есть карта Семенова. Ну, он такой же, как и Броневский. Если мы говорим про того Семенова, честно сказать, я сейчас могу путать, поэтому прошу меня сразу простить. Про какого Семенова вы конкретно говорите, я не знаю. Если про того же Семенова, который я, надо посмотреть. Не все стоит, как говорится, в голове. Сейчас многие не любят, что на кафирских ученых ссылаются. Ты что, начинают меня упрекать и говорят, можно ли доверять кафирам, ведь они там третье, десятое. Я не знаю, кому уже доверять. Своих ученых назовешь недовольные, чужих ученых назовешь тоже, как говорится. Башлам, салам делер, асму бек ва алейкум ассалам, солнцегир, пейнтирвал, Содину, альхамдулillah, живой, здоровый, по крайней мере, пока. Вот. По крайней мере, живой. Здоровье тоже как бы немножко держится. Что у нас на YouTube? Начали заходить, ну, даже до 20 человек набралось. Я вот давай надо двигать, чтобы нет. Как я понял, Т и Т1 это, ну, послушайте, Т1, Т2, они все являются, насколько я знаю, из одной ветки. Как и J, J1, J2 тоже являются из одной ветки. Мне, по крайней мере, так объяснили. Но что? Кыцахаттарду бошлам. Цац бола аларвайш, аларлой, маол арлой тейп мадац. Аларлой цатейпду сунхуш. Аларлой, аларлой цавук сунхуш. Абаев был такой ученый в скобках, как ты к нему относишься, к его работам? Честно сказать, к работам Абаева я очень скептически отношусь. Ну, сложно мне назвать, сказать, что его работа прямо является... Мне кажется, что он очень предвзято относился. В том числе, в основном, к ингушам. Это мое мнение. А Купчих можно спросить, это правда, что якобы Яковлев... Да, Яковлев так сказал, описал, и есть официальный документ, можете посмотреть. Купчики он назвал даже их. Я не знаю, почему потихоньку этот термин перекинули на нас, но Яковлев его точно указывает не как чеченцы, и к чеченцам это никакого отношения не имеет. Да, и к кубачинцам тоже не имеет никакого отношения, если что, чтобы вы знали. Кубачинцы это дагестанский народ, который занимался в основном мастерскими работами, они делали, ремонтировали в то время медную, бронзовую посуду, то есть занимались различными работами. Кубачинцы это дагестанский народ. Аларлой, я такого, честно сказать, не слышал, чтобы оно разное было. Насколько я знаю, сейчас как раз этого нам не хватало. Баркал Масальна. Так. Дальше. Вопросы. Ну, не принес, потому что никто не сказал за книгой пойти принести. Я и не принес. Фушер. Ну, что себе.
Кузнецову я больше отношусь, конечно, с уважением к Кузнецову. Честно сказать. Больше отношусь к Кузнецову с уважением. Ну, почему-то, не знаю, многим не нравится его работа и говорят, что он там якобы проплаченный, не знаю. Башла, меня интересует один вопрос, просто исторический. Как получилось, что села северных районов Чечни, названия чисто не чеченские? Очень просто. Дело в том, что на протяжении 100, 200, где-то 200-300 лет там в основном проживали все терские казаки, которые были заселены. В основном с Астрахани, беглые крепостные, которых потом начали именовать терскими казаками, вот, гребенскими казаками. Вот они проживали и назвали Уарзгал, которое все знают, что основанное, кто-то говорит варандуайцами, кто-то говорит гунуайцами, опять же, Нохчи, Уарзгал, которое черноречие, ой, червленное, они назвали червленное, там очень много селений, Наур, который тоже Наур назвали якобы русский, но Наур это чеченское название. Вот, поэтому, честно сказать, остальные станицы, как они их назвали, там Алпатово, Микенская, Александровская, ну, извините, Илиновка, Петропавловка, или Петропавловка, Чуртою, основателями считаются его Чертуай. Илиновка тоже имела чеченское название. Мы еще даже внутренние свои названия только сейчас начали семимильными шагами возвращать им историческое название. Собордит. Айо, скинчик. Быть больше не всегда удобно. Книга Асана Бакаева называется «Чеченские этнонимы». Здесь очень хорошие ссылки. Так. Дерес Хилл ответ дала. Хаттан джоп дала. Оштва, Шадик, Бабилон. Или Нохчу Матар, или Раска Матар. Это так, брат. Не в обиду. Да, называется «Чеченские этнонимы», называется книга. Великолепная, одна из последних дополненных экземпляров Асана Бакаева. Дерес Хилл, да, Духуахуали. Всегда беру у него очень много интересного. Это один из самых лучших наших историков. Семенов. Меня спрашивали, да? Нет, Сливанского здесь не о самом авторе. Это нет, здесь Броневский, походу. Да, это Броневский. В одно время 20 тысяч просили за эту книгу. Она с картой вместе. Очень такая непростая книга. Я ее хотел как-то в эфире разыграть, чтобы подписчикам кому-нибудь ее, как говорится, конкурс провести. Но никак не... А что касается второй книги «Древняя история чеченцев Нохчи», 3-1 тысячелетие до новой эры. А тот самый материал, это был, кажется, 42 или 41 страница, которая не понравилась нашим страницам, кажется, была. Сейчас.
момент, который не понравился. Хотел вам показать его. Мне его прислали, что это якобы признак того, что якобы оскорбляли. Сейчас хочу посмотреть. 47-й киммерийцы. Это к языку относилось. Сейчас. Что нет? Мегаду. Пошла, ног чему-то. Ракурду. Вот здесь прямо что поделаешь. Сейчас надо посмотреть, что же это было. Так, культурно-лингвистический. 54-е. После Аланов. Культурно-лингвистические проблемы, история нахчийских племен, историческое развитие до новой эры. Но здесь работает дешифровка в основном Дьяконова, языки Древней Предней Азии. Старостин используется, но это одни из самых таких значений. Сейчас я покажу вам этот момент, которые были недовольны. Хотел зачитать вам его. Сейчас. Так. Берия. Колхида. 72-я. Проблема этногенеза Нахов, кажется, она была. Да, вот вспомнил. Там вопрос даже не в этом был. Ссылка, 35-я ссылка, здесь написано: ингуши — это искусственная нация, выделенная из чеченцев царским правительством после подписания ими ингушами акта вечной присяги верности России в 1810 году во Владикавказе. Вот это не понравилось им. И скинули. Я и не знал, что здесь есть даже такая ссылка, но это проблема этногенеза, конечно, имеется в виду. Это даже не по диалекту было. Лялям-балаям. Такого много... Так много названий у нашего народа, кроме самоназвания. Это следствие раскола народа и на несколько... Нет, у нас немного названий. Это раз. Во-первых, лялям-балаев. Названия давали разные соседние народы. Благодаря... А самоназвание у нас одно единое. Но чтобы это название не принять, был выдуман термин, который называется вайнахи, в 1928, чтобы уничтожить слово нахчи или ноахчи, вот этот термин. И Берже, и все остальные предыдущие говорят, что их называют именно так. Названия мисджеги, качкалыковцы, потом шотовцы, чеберловцы, которые деление, там даже вплоть до назрановцев, они перечисляются, все остальные, то есть входящие в этот народ. Вот она есть, везде есть, поэтому... Ну, по крайней мере, так. Башла правду, что Чах Ахриев говорил, что я ингуш чеченского племени. Вот Ибраим, сын Кавказа. Я такой же читатель, как и я не современник Чаха Ахриева. Его цитата, прямые тексты, которые он сказал, есть везде, они публикуются, можете посмотреть. Никто этого не опроверг. По крайней мере, я не видел. Честно сказать. Сказал он, не сказал, я не знаю. Вот. Даже вот эта ссылка, которая есть, это не прямая цитата самого Джамирзаева. Откуда-то он взял ее, и ссылка на после текста идет она снизу. Я сам этот текст 72-й даже его не зачитывал. Ты норниц, сказочников я называю, которые врут и сочиняют. Вот кого я называю норницы. Которые врут, сочиняют. Да. А здесь вообще сама тематика, которая идет, я вот в некоторых предыдущих
разделах рассматривались, то есть, с другой стороны, здесь рассматривается лингвистический материал Южного Кавказа, хуриты, здесь очень много в этом плане, здесь идет речь конкретно о проблеме этногенеза навчийцев на основе лингвистических данных. То есть здесь имеется в виду работы Услара и многих других ученых. 35-й, где-то я не нахожу. 193-й. К этой книге есть дополнение. Вот. Как известно, написано, вот этот материал, как известно, иберийско-кавказские языки делятся на 4 основные группы. Первые – картвельские языки, грузинские, мигрельский, чанский, исванский. Второе – абхазско-адыгские языки, абхазский, абазинский, адыгский или черкесско-убыхский, кабардинский. Навчийские языки, бацбийский, илицово-тушинский, чеченский, ингушский. Вот так. Четвертое. Дагестанские языки 3 подгруппами. Авара, андийско, дидойские, даргино, лакские и лезгинские. Вот так написано, короче. Так. Дальше. Башлам, ты знал, что слово «дела» расшифровывается как «да», «эла», «кня». Это неправда. Это неправда, Вавилон. Это неправда. «Дела» — это языческое название, верховного бога. Языческое название у наших предков, когда мы еще не приняли ислам. То есть до исламизации, до христианизации, вот в эти времена верховного бога звали и у чеченцев, и у ингушей, и у бацбийцев назвали Дела Села. У него название было главное. Ну, это как Зевс в греческой мифологии, в пантеоне богов. Так в пантеона не было как таковой, хотя некоторые утверждают, что и было. Ну, вот такое название было у нас. Поэтому, да, Эла, вот эти дробления слов, короче, цинбин, пьяны и немецкий, и остальное, вот эти вещи, это не ко мне. Я не лингвист, но, насколько я знаю, в историческом плане это именно так. Ибраим, количество какое у нас в Ютубе людей? Как думаешь, до высылки у нас было больше сведений о всем этом? Думаю, да. Думаю, да. Уверен в этом, потому что многие тепторы, многие документы, документально, они были уничтожены. 53. Ладно. Тогда постараемся еще немножко продолжить. Если есть вопросы, задавайте. Я не зачитываю из книги ничего, кроме как, если вы там просите, только тогда. А так, чтобы не говорили, что именно оттуда вот это. Я могу зачитывать, пояснять, объяснять, что имеется в виду и все остальное, там, проводить параллели. Обычно так это делается, но не хочу обижать норнийцев, они у нас вообще обидчивые. İşte hamaçlık şu. Муслан, кто первым в Российской империи положил глаз на Кавказ? Я запутался. Никто не запутался, что там запутываться. Насколько я знаю, Иван Грозный, Башлам кто первым, насколько я знаю, который дошел до черкесов. Да, нам последние 5 веков до истории времени не было, постоянно шла война. Ну, не постоянно, тоже неверно.
Задавайте вопросы. Но активная фаза уже интереса к Кавказу пошли при Петре Первом. Вот с Петра Первого началось все. Правда, я не скажу, что он положил глаз на Чечню, там речь не об этом была. Глаз он положил в основном на весь Кавказ, на Каспийское море, Дагестан. Это была вотчина персидских правителей в основном. Вот на него он и положил глаз. С этого и началось. Петр Первый, Апраксин, да, через Чеченский пролив называют его, некоторые Аграханский пролив называют его. Но в истории он записан на разных картах по-разному. Время войны, во время войны где ты жил, Башлам? Во время войны я был дома. Только дома. Нигде в другом месте я не жил. Так, выезжал на олимпиады различные, в гости, но дома я был. Гадинаш Петр. Гадинаш Петр. Екатерина II была жестокой по отношению. А семья тоже дома. Если я дома, где могла быть семья? Я не такой старый. Во время войны мне было 12 лет. Первой войны. 12 лет была. Вторая война уже... Сколько это получается? Сейчас скажу, лет 16-17 было, да. Мы никогда никуда не уезжали. Нигде беженцами не были. Мы приехали в ноябре 93-го года. Война началась в 94-м. Вот так вот. Так выезжали периодически. Я выезжал. Семья, мать, братья. Еще Шумахетер, Кайна молодцы, я не такой старый, просто лысый, бородатый. С Центральной Азии приехал. В Галошев приехал, на Волге уехал, Казахстан полхой. Я в разных местах жил. В Новосибе жил, в Казахстане, чуть-чуть в Киргизии, на границе, фактически в Китае. Ассаламу алейкум, Башлам, есть какая-нибудь информация с найденного захоронения в районе аэропорта? Юсуп, второй раз задаешь вопрос, я сказал, нет, пока нет. Ждем. Если даже война заканчивается на 10 лет или 30 лет, то на войне умирают лучшие люди, в том числе историки, знающие люди. И после войны, чтобы это все восстановить, тоже минимум 20 лет надо с хорошими условиями. Ну, тут я согласен, в основном, конечно, погибают, в основе своей погибают невинные люди. Война не щадит никого, ни хороших, ни плохих. Что касается остального, что нужно 20 лет на воспитание, в нашем случае даже чуть больше. Нам очень сильно нужно в ближайшие 50 лет Деша Деба Даха максимально ларлушта темшу пеца хуманю пецагарчдуй Даха Деша вайкам баст пост адезвой, чтобы восстановиться хотя бы чуть-чуть. Но длинный рубль, так называемый, очень сильно трепает нам всем нервы и жизнь. Вот. Опять же, так же и получается. И мой отец в советское время тоже туда поехали заработать, сюда поехали. Я в одной школе учился, в другой школе учился. И вот так
жизнь, блин, там работа хорошая, там год-два поучился, поработал пока, другое место, в другом месте, где больше платят, где лучше жизнь, может, аляла. Так и жизнь проходит. Поэтому пошла в нашем языке оказалось немало тюркизмов. Это последняя тогдашняя цивилизация, сейчас до русификации нашего языка недалеко. Как думаешь, неужели нельзя придумывать свои слова не нужно? У нас великолепные слова, они есть. Учиться надо. Тюркизма не так много в процентном соотношении. Да, есть 10, может, процентов, 15, может, процентов. Но нам нужно учиться. Учить нужно родной язык. Мы больше учим английский язык, больше учим русский язык, нежели чем учим родной язык. Многие мне начинают говорить, вот ты ведешь свои эфиры на русском языке. Я веду на русском языке, чтобы было понятно соседям и соседним регионам, что мы знаем свою историю, что мы не глупые, и чтобы остальным, скажем, недолюбителям, недоброжелателям, нарнейцам, чтобы они знали, что есть образованные, начитанные люди, и показать свое знание, и общаться. Но так получилось, что не все соседи знают там, чеченский язык. Поэтому я использую его как рабочий язык. Не потому, что я там не знаю чеченский. Нет, конечно. Нохчу муат бит, сто ишак варги, нохчу муат ама бинт хадди, что дешнеш, и дешнеш вая окчу хуше, вассана маргал амирю, так шир дешнеш амуш, варги нохчу муат бюча, муаттарши, нах ия багарчи, нах тяц багарчи, лишь мадацу, раскай муатха, инглес муатха, немцой муатха, французи муатха, عربوي مواتخة نوخشق أما ديش يعني مواتخوش بو علم دوش بو داقا إبيت سلع شي يتسخو شي داتي أما شيكو يوتشا ويا دقابو شارب بيش بول بولخ جيجر باقن دال يوزين جيجر باقن شي چواقي اوش بول دوزل نوخشي ماتا تاب بيستخلر نوخشي ماتا عاموش دل حاري بيوش بالحاري خزخر دريس سنوخشي شو عاشو قداشادك نوخشي ماتا دو قودك داقا on badek disla raskrimat bits röertje bas bitsluš bocaš budu kobe so duqa dolçar aram on hunyade da ki gribot zat bolçar nohçi raskrimat tani iya boyda hapar çupar do ihum nistotiga amma şey koyo çe nohçumat khazabu neynan muattal khaz hudu hoduniyade وين لاقي ويجدان وربوي نوخçi muat hok tanleş dina oya zane de lilo şoş Humantya masserga nohçi программ qidek yuqitsayosh nohçi Wikipedia nohçi mat engels переводяш qidek dash bolbash besh du hayqal doshtu la diez i'amu qiyet wizi ha nohçi mat bis wolwer chahwe tat besh ta hada dig yatsonum ta hunqa arwel worsan ish ashqu shiko yatsut iha waya cheberloy dialekt, Sharway dialekt, Galanchashar dialekt, Akki dialekt, Melkhazbu, Kistway dialekt. Way dialekt шмаю. Way самсяк, Olway Buktsol. Самсяк мабат, самсякка как раз таки тюркоязычный хунду. Тюркоязык хункар, нис эч моду хункар вай оле. Турция хункар муак ол, хункар вай о, туркшах. Цердуаш ту самсяк, сомарсяк. Нохчи мата бо олцунах. Памдуарца олцунах, бадарш олцунах. Дук раздешни что. Дука большая таленштина, нефть перевод аж нефть перевод цаха. Мягк дат ол кедек ол дат суни. Amma аухой махкера عادة أنسان لردن إدوشي شيء تسيئيوش مايو. دقهم خيط دله دقهم دعدانا دقودك عاموت لا وي هنيادين فاميلش خلايات وين يوقع مصلح هيتسلت قياسوش بعشقو تشينا بيغاسقش حابيح كن يأنا ياتسي وي مو اوشخلا ديتس يقي مصلح باس حسن بشلام
محمد و عبدالباقي چمی و خوش باودي إيش تعيازينا مدو إشيركش نشكا عيازين دو أقا إيوع تأولشا إنوخشي موات بيوتشا هين ساعت بيرشا إيبن إيبن منيادن عر أس حشل يوات أقا عربو موات بيزري ناتسيوناليزمي ياتسي عربي موات بيز بو دال بزبين بو دا تق أومق والين بيغمر صلى الله عليه وسلم ودوتك إما دات أما هون حي موات دال بيلبو نوخشي موات وای نوح پایمرد احیدو وای تut ایردوین ده حدوش دو boş وای مسر دویتی اما تانشتینه حده ده ایشه بسوبا boş belma da ایشه ترما yazır عیازیه ارچ سلا كنتي إش уже كنتنيخ جموك بيرخ أوشدو كنت وای وا أوشوا stag چون مسو آور دیلش وی مهتا وی مهتا میادو دشنش حالا هیچ مسلا باخ اصلا اینس بزود یعبوال بیش دوقا نخبو قلقر universitet قيتشن علما كوارت واش حيق أدوش نخ بوخ بيش بو ديان بيش بو نخ چموان دو بنگزي بو استقاتشاز دعوش دشنش غو شختوش حدو يچ بو نو ملوي عاموش ملو تut يق أحوكش ويتا عام دو هنيادين أش إتا دوي ورشتا دوي بوش شين تسخوشل فيديو چقواسنا ات فيديو ات يح مسل دال دو أشن ات فيديو ات يح دويچ يوعيو هنيادين مي روسكي هنيادين نوخشي هنيادين غاسقش حبير بو بوش فيديو شيوخشو غالح ألا إدعيس قواسين إهم بطخوتي كتوحت همان والله بالله تالله دات تغانا ديشر علما متكش إشكواليليري قيتشن عياليري تسيقح عاموشين تسخوش خلج سوار دويش دول قوق عمدر بيلاروس أوكراينيц غاسقي إش غوشي وزري بو إش ساق عمدو بوش دويش دوئي но ща нохчи ворсан цадуй ща غاسقي ворсан допустим я ща белорус ворсан дайскуш башлам хилла гуду ой غاسقي дяш туцава والله بالله таллахи ва цоқ нохчи чуа цада ой غاسقي валач дели дуаш дели он норват я валурмават нохчи шу цабойш мадат я ой хнемец валурват я англичан валурмават шин ла алу что цавайта цхам дас я вама цавайта да пошел ты бош ош хазда та и камилш да шинса лиша мабу цунде цеху акцадуч мат элдит цадажор хала кедек нислуш чо нислуш тацдон меттик шадука нислуш хабош меттик шпо со политики уqagarch вачун держи избош вачун но асбо куду كجر خواقي واش صادق شكا بسم اضحك لا مصدر الحمد لله هذا داخل خلاص قدك عموش مدو با يوش مداتي مش بيحكم بيلسوين سيوني غاسقي مهتي ولو قامسا цакид поэтому языки нужно знать чеченский язык очень богатый в нем очень много слов просто надо его учить это большая проблема потому что там нужно стараться. Слова есть просто великолепные. Ошалеть, какие крутые слова есть. Но это нужно довести до уровня понимания этих слов. В середине пункта Белготой, Чечи, Новый Атаги по дороге город Шали находится известный курган Ликибарс. После ухода федеральных сил его разрушили. Можешь сказать об этом? Кто это сделал? Кто это сделал? Чернокопатели это сделали. Кто еще? Ну, я информацией не владею такой. Кстати, Башлам. Ад на нашем переводится. Башлам из уральского сколько слов известно
не знаешь. Вроде бы до 200 слов одинаково с нашими сказали, до 200, не знаю, что там дальше. Почему твой эфир вот это, по крайней мере, при любом удобном моменте про соседей вспоминаешь, как какие-то упреки? Кажется, клянусь Аллахом, что какая-то легкая провокация от тебя. Надо, брат, делать, Савош. Надо, брат, делать. Соседи аж, он хуа азмилович. Хобби залула саавастиш, ходухуахай. Ты что вообще несешь? Соседей много. Если бы я бы конкретно называл тебя, тебе кажется, когда кажется, я не хочу эту пословицу приводить. Задают вопросы, я отвечаю на вопросы. Сюлибу лула, гюжибу лула. Дах модел. Ладошу Штерлес, ладошу. Уалейкум ассалам. Эфире ашука авалат бош. Да, угок эфире анжахайша почти что 70 гухон. Давай. Лишь берзлаю, ночное берзлаю. И никому дела нету до этого. Сюлю бу, гюрджи бу, гебертлуай бу, галгаской бу, норы бу, гунки бу, вай пикихук амниш цеяхкас. Именно цумассан нюклер, именно галгабиц бьешутирсу. يقدهم دو чуса үш сабич. Валлахи, биллахи, таллахи, сайделдо, хаттан, жуах, полос. И нету никому дела до вас, если не задаете вы вопросы по этой тематике. Задают, я отвечаю. И я, когда говорю про соседей у нас очень много. О люди, воистину мы создали вас из мужчин и женщин и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали Аллах среди вас наиболее богобоязен воистину. Абсолютно верно. И это мы не отрицаем. Я не несу, я пишу. Послушай, ну давай ты сейчас меня учить не будешь, как я буду говорить. Несешь или говоришь, или пишешь. Ну ты написал чушь, хорошо. Тебе так больше устраивает? Ты написал чушь. Ты откуда знаешь, о чем я говорю? Ну да ладно. Друзья, уважаемые, Робинзон, Хогалвеллон, с Цебьезем Батсон, он борт пьеза, борт табу, вежрелду, хо причин шлюш вола, доулюш вола, доуду, и дон шадег, хо дик вола, хо вош хиетионс, хо он совошу, хо питан люш вола, хо самоставу, и хулон кюмадацу. Уважаемые друзья, второй час заканчивается, к сожалению, к моему большому, не потому, что мне позвонил друг. На самом деле, мой трафик закончился, у меня даже на 2 часа не было. Но все, что мог, я использовал. Всем огромное спасибо. Постараемся завтра или послезавтра выйти в эфир, если у меня получится, конечно, с донатом. Если, как говорится, с трафиком у меня получится, сделаем с вами эфир. Всем огромное спасибо. Готовьте свои вопросы. Следующий эфир я буду зачитывать, отвечать. Имеется в виду и по книгам, и остальном. Огромное вам спасибо. С вами был ваш брат Башлам. Не забывайте подписаться на YouTube канал bashlam.39 live. Обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и мы увидимся в эфире. Очень много важного еще у нас в эфирах. Не теряйтесь, обязательно будут эфиры. Содина виса, сакарат, аджима ашхули, вай эфир ширюшун, вай интересно, умштуется душу. Приглашайте побольше людей, подписывайтесь. Вай кам барт борш, дахи тишвай, диша, даха, деба, санхоми нохчи кам, дар этту бал, бюстардек алвел, шуцвор, шувош башлам, адикюен.